Добрый день, уважаемые участники и организаторы. Извините, пожалуйста, мне немножко непривычно разговаривать так в формате круглого стола. Если честно, я даже впервые участвую, и просто я вот до этого привыкла именно вот перед публикой выступать вот, на этом в традиционном формате. Итак, у меня немножко тема другая называется, но моя тема называется «Наука начинается с нас». Это проект «Смарт-библиотеки». Это пилотный проект. Он предназначен для популяризации науки, продвижения научно-популярного чтения среди детей и молодежи в простой и увлекательной форме. Можно дальше, пожалуйста? Дальше. И целевая аудитория – это у нас дети младшего школьного возраста от 6+, дети среднего школьного возраста, то есть подростки 12+, ну и, конечно же, молодежь от 14+. Цель, понятно, это популяризация науки и продвижение научно-популярного чтения. Я уже ранее это говорила. И какие у нас задачи проекта? Задачи у нас такие. Это формирование интереса к науке детям и школьникам, популяризация научных знаний. И, конечно же, самое как публичная библиотека, мы должны в первую очередь продвигать чтение и научно-популярные книги. И почему я начинаю развивать данный проект? Это, во-первых, недостаточное количество научной и научно-популярной литературы. То есть я в прошлом году устроилась в Смарт-библиотеку, это совершенно новая библиотека, и я заметила тот факт, что в нашей библиотеке не хватает именно научно-популярной и отраслевой литературы. И, соответственно, вторая причина – это еще отсутствие научных мероприятий по интересам пользователей. Так как мы являемся публичной библиотекой, и, соответственно, к нам приходят разные читатели, и, соответственно, мы должны выполнить их запросы, и, соответственно, я и начала развивать данный проект, потому что до этого я еще и работала в Центральной научной библиотеке ЯНЦ «Саран». И, соответственно, опыт общения и коммуникации с научными сотрудниками у меня есть. И, соответственно, отсутствие сайенс-пространства, то есть научной зоны. К нам иногда приходили родители, и даже читатели ко мне подходили и говорили, есть ли у вас в Кабуле что-то в лаборатории, где бы можно провести непринужденно какие-то экспериментальные уроки по химии. И, конечно же, это незнание о выдающихся ученых, их открытиях и особенно местных среди детей и молодежи. Далее. И с чего начиналась моя реализация проекта? А все началось с простых уроков. И мой раздел называется «От уроков до реализации». И в прошлом году, в июле 2022 года, я чисто решила в тестовом таком формате провести экспериментальный урок по химии с приглашением лаборанта из Северо-Восточного федерального университета. И, соответственно, так как у нас мероприятие прошло летом, и, естественно, мы отправляли афишу за 2 недели, но практика показывает, что летом мало кто записывается, и мы решили тогда написать отправить афишу и приглашение лагерям, и, соответственно, к нам откликнулся лагерь Кескель. И вот, как вы видите, молодой лаборант Сидорова Дугьяна Николаевна показывает детям опыт с выявлением выявления крахмала продуктов питания. И практика показывает, что дети очень заинтересовались и даже подходили и говорили, а можно какие-нибудь опыты с горелкой такие? Но как-никак мы библиотека, а не научная лаборатория, и мы в правилах безопасности мы не можем провести опыты с горелки, и, соответственно, я не имею диплома учителя по химии, где бы я могла вправе провести данные экспериментальные опыты. И вот второй опыт уже более продуманно. Мы уже пригласили учащихся 8 классов 33-й школы. Данный урок провела у нас Крубецкая Татьяна Васильевна.
Ага. И, соответственно, к нам уже записались аж 2 школы. Это с 33-й школы и с Центра глобального образования. И детям буквально, у детей возник интерес, и я вот так подумала, а почему бы уже не развить проект уже на более на постоянной основе? Ну и вот далее у нас прошла онлайн-встреча «Все о словарях, энциклопедиях» с участием научных сотрудников ИГИ СССР. И вот вы видите охваты. И уже с февраля 2023 года мы уже начали уже реализовать пилотный проект «Наука начинается с нас». И раз в месяц у нас проходит мероприятие. И первое мероприятие, первая такая ласточка, это началась с интеллектуальной квест-игры «Наука квест» в честь Дня российской науки. Мы пригласили школьников с 33 школы, с Центра глобального образования. Мы их подразделили по командам, и у нас было целых 3 станции. И, соответственно, дети вот такой в команде в увлекательной форме выполняли задания, проходили различные испытания на выявление логики, внимания и других индивидуальных навыков. Я просто перечислю просто. Вот у нас 2-й экспериментальный урок по химии уже в рамках проекта прошел. Вы видите охват посещения. Так, здесь уже у нас тут в апреле у нас была встреча с научным сотрудником Кудриным Максимом Васильевичем о профессии геолога. Вот видите, для молодежи. Вот он показывает детям, буквально рассказывал о профессии геолога, в институте геологии, о своем институте и, конечно же, показывал свои геологические находки детям, и дети буквально именно заинтересовались. Далее, и у нас интересное было мероприятие в мае месяце «Печа-куча. Говорим о науке». То есть задача этого проекта научить детей выступать перед публикой в ограниченном количестве времени и в неформальной обстановке. И что такое «Печа-куча»? Это неформальное выступление в формате 20-20. То есть за 20 минут, за 20 секунд, на 20 слайдов, и за 20 секунд каждый слайд должны рассказать о проекте своем. Итого у нас по выступлению должно занимать 7 минут примерно. И далее, это внеплановая выставка, экспозиция геологических экспонатов из недр Якутии. У нас такой внепланового было, охват 158 человек. Брейн-ринг в науке «Все важно». К нам присоединились лагерь Каскей. И экспериментариум, где мы детям показывали простейшие опыты без горелки. Все мы опыты, если что, использовали с источника интернет-ресурсов. И самое интересное еще последнее мероприятие, которое я проводила в этом месяце, это квест-игра «Артефакты библиотеки», где для младшего школьного возраста, где ребята должны пройти различные испытания. Именно первая станция у нас «Потерянные буквы», задача которого восстановить недостающие буквы. И вторая станция «Мамонт», где должны они найти в песке останки мамонтов и собрать единую часть, то есть в форме мозаики. И, конечно же, третья станция, потомки, где они должны классифицировать листья к их предкам, растения точнее. И, соответственно, и самое интересное, что у нас было, это летний интенсив «Наука со Смарт». Оно у нас провелось 11-15 июля. Как вы видите, к нам записались это участие у нас по дням было всего 116 человек. Приняло участие 21 человек. И, соответственно, у нас было открытие, показ экспонатов. Из «Мамонта» к нам Екатерина Нестерова из Академии наук РСЯ показывает детям мамонтовые находки, VR-экскурсии для детей,
показывали там запуск в космос ракеты «Восток-2». Также мы проводили в рамках интенсива еще встречи со студентом-медиком, где ребятам показывали, как оказывать первую медицинскую помощь, экспериментариум и так далее. И вот, как вы видите, более такая обширная программа вот, с приглашением научных сотрудников. Если что, можете потом ознакомиться. Так, интенсив у нас проходил по 3 занятия. Каждое занятие у нас проводилось по 30 минут, чтобы детей слишком не утомить, и 10 минут на перерыв. И, соответственно, чтобы продвигать свой научно-популярный фонд, мы, конечно же, в рамках каждого мероприятия ставим книжные выставки и проводим библиотечные уроки. То есть мы информально рассказываем о книгах, о каких-то интересных фактах. Ну и, соответственно, оформляем, конечно, вот в красивом формате, чтобы привлечь читателей наши книжные выставки, вот «Мир растений», и показывать, соответственно, наш книжный и журнальный фонд. И, конечно же, современные дети требуют современных подходов. Сейчас, как показывает практика, детей не так просто вот завлечь и вот читай классику, нет, именно в бумажном формате нет. Нет, их можно заинтересовать, но просто надо подойти к этому совершенно по другому подходу. И вот я могу показать один пример. Это, конечно, любимое мероприятие, которое я проводила детей. И давайте для начала немножко поиграем. У всех имеется вот QR-сканеры. У нас просто времени на это мало. Да, ну просто попробуйте как у кого айфона можете сразу направить QR-сканеры, пожалуйста. Это у нас QR-викторина, у нас в этом году была новинка такая. И там должен вопрос, к какому семейству относятся койоты. Если знаете, пожалуйста, молчите. И, как вы видите, документ уже показывает документ? Вот так вот просто показывает. Да. Вот тем самым мы популяризируем как бы чтение детям, и они должны найти ответ. То есть в процессе участия дети должны на время найти ответ в книге, то есть мы их привлекаем в чтение, но и, соответственно, эту QR-викторину можно где угодно применить, даже можете прикрепить к сайту, то есть убить 2 зайцев сразу. То есть если у вас имеется какая-то электронная библиотека вашей организации, то ради увеличения статистики посещаемости можете тоже прикрепить ссылку к электронному документу, ну и тем самым привлечь юных читателей к чтению и, соответственно, увлечь к викторине. Ну и, соответственно, вам тоже бонус будет при увеличении чтения. И второй метод – это, конечно же, использование нейросетей. И вот я вот буквально сегодня использовала сеть Кандински, ввела запрос «Лампочка Эдисона» в стиле постапокалипсиса. И, соответственно, дети должны угадать, кто изобрел данную лампочку. Так, да. Ну, что очень даже интересно. Ну и, соответственно, Анна учит наших мероприятиях уже ввели вот в СМИ. Вот у нас имеется журнал с точки зрения библиотекаря. Это журнал Smart библиотеки 4 номер. Если кому будет интересно, пожалуйста, сообщите мне. И вот о научном интенсиве уже опубликовали в детском газете редакции «Кастиль». И кто является нашим партнером? А партнерами у нас является Федеральный исследовательский центр Якутский научный центр Саран. Они отправляют нам своих экспертов, лекторов для наших мероприятий. Ну и вторым также с партнером является Северо-Восточный федеральный университет. Тоже отправляет своих лекторов, экспертов для каких-либо наших мероприятий и так далее. Ну и вот форматы мероприятий, как я говорила ранее, мы проводим в рамках пилотного проекта проводим раз в месяц. Это встречи, лекции, кинопоказы, печа-куча, брейн-рингс, экспериментальные уроки, аудиоподкасты, книжные обзоры, познавательные видеоуроки и так далее. И вот, как вы видите, результаты вот посещения с февраля по август месяц у нас больше всего, конечно же, посещает это дети. 53%, 43% у нас посещает молодежь. Ну и взрослые это, конечно же, наши учителя. Естественно.
И вот также по книговыдаче у нас тоже охват дети, вот тоже вот больше всего интересуются книгой. Почему дети и молодежь? Потому что это наши самые активные пользователи. И вот, и какие у нас результаты всей реализации нашего проекта? Это, конечно же, спонсорство. У нас есть спонсор, который предоставляет нам призы, интерес к научным мероприятиям у детей, у родителей и общеобразовательных организаций. К нам вот звонят некоторые учителя, спрашивают, а есть ли у вас какие-нибудь мероприятия? Или даже нас приглашают, например, на выездных мероприятиях. Также у нас положительные отклики и обратная связь, то есть нам пишут со словами благодарностями, пишут нам родители, учителя, вот сейчас как раз пролистаю дальше отзывами, и вот так вы видите, здесь у нас в основном положительные отзывы о наших мероприятиях от родителей, от учителей, ну вот можете потом пролистать. Ну вот как вы видите, вот родители благодарят, иногда дают даже советы, предложения, как развить проект именно вот в рамках в библиотеке нашей. Ну и, соответственно, какие у нас будут планы? Ну это, конечно же, новые партнеры. Наша библиотека всегда будет рада к новым партнерам и сотрудничеству, и вообще к коллаборации в целом. Создание своего сайта и социальных сетей, где мы будем опубликовать афиши в рамках мероприятий, которые включены в проект, либо какие-то новости о мероприятиях. Кружковую деятельность собираемся организовать. И, конечно же, пополнение научно-популярного фонда, что очень важно. И, соответственно, в планах еще подать на грант на появление Science-зоны именно вот в смарт-библиотеке. И вот спасибо за внимание, вот наши контакты. Спасибо большое, Варвара Дмитриевна. Да? Значит, это такой замечательный пример, как меняются сущности библиотеки, как раньше мы воспринимали как место собрания книг, а сейчас это очень активное место, где происходит формирование сообщества местного, как раз детей, взрослых, молодежи, которые могут принять участие в различных интересных многофакторных мероприятиях разного уровня, которые позволяют им взаимодействовать и получать новые знания, и как раз популяризировать науку.